Добрый вечер. Это ежедневные новости с Евгенией Болтатаровой. Сегодня 16 февраля. Поехали. В начале февраля Ростуризм заявил о старте чартерной программы на Байкал. Байкал станет первым направлением в новой чартерной программе Ростуризма в этом году. В феврале и марте на самом большом на планете озере появляется уникальный прозрачный голубой лед. Доступны все виды активного зимнего отдыха, поэтому на Байкале наступает высокий туристический сезон, пояснили в Ростуризме. Уже 6 февраля первые чартерные рейсы вылетели из Москвы и Екатеринбурга. Как и в прошлом году, одна из наших ключевых задач – сделать отдых внутри страны доступнее и дешевле. Для этого мы продолжим и расширим в этом году программу туристического кэшбэка и запуск новых чартерных направлений, отметила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Кстати, Зарина Дагузова сама прилетела в Бурятию одним из чартерных рейсов. Приезд 35-летней федеральной чиновницы широко освещался в бурятских СМИ. Сама Дагузова охотно позировала на Байкале, в том числе в национальной бурятской одежде. Главу Ростуризма везде сопровождал глава Бурятии Алексей Цыденов. Вместе с Дагузовой также прилетели московские журналисты и блогеры. Простых пассажиров, решившихся воспользоваться недорогим пакетным предложением от Ростуризма, также было немало. И вот что они рассказывают о своих впечатлениях. На Federal Press вышла статья журналиста издания Сергея Табаринцева-Романова, который испытал все прелести бурятского гостеприимства на себе. Первые пакетные туристы столкнулись с неорганизованностью и фактически обманом еще на этапе погрузки в самолет. Летевших из Екатеринбурга людей не кормили и даже не предложили чай или кофе. По приезду программа постоянно менялась на ходу, люди не успевали приспособиться к климатическим особенностям Бурятии, а в начале февраля в Улан-Удэ было около минус 30 градусов и ветер. Не дав толком отдохнуть, людей буквально с самолета потащили в этнографический музей. Напомню, что он под открытым небом все-таки находится. Таким же макаром людей без предупреждения потащили в Дацан, Римпочи, Бакша, когда они уже возвращались с Байкала. Предполагавшие, что поедут в гостиницу, люди уже убрали теплые вещи в чемоданы и опять замерзли. Но самое неприятное даже не это, а то, что все экскурсии на лед Байкала отменили. Правда, по уважительной причине. Накануне приезда туристов именно в том районе, где располагалась принимающая гостиница, произошло землетрясение, и по льду пошли трещины. Выезд на лед на любом транспорте, кроме как на воздушной подушке, запретила ГИБДД. Известие вызвало шок, тем более, что многие оплатили экскурсии при приобретении тура. Впрочем, это как раз проблемой не стало. Деньги за неоказанную услугу вернули. Вопрос в другом. Зачем лететь через полстраны, если лед-то и нельзя увидеть, вопрошает журналист Federal Press. Хочу заметить, что Байкал трясет постоянно, и трещины – это такое же обычное явление, как снег или ветер. Может быть, организаторы для безопасности пассажиров и программы тура надо было зафрахтовать судно на подушке? Так делают, например, иркутяне в районе Малого моря, где туристы постоянно выезжают на лед ради красивых зимних фотографий. Не понравились туристам и высокие цены на Байкале. Например, трансфер на источнике в 8 километрах от гостиницы стоил 500 рублей. Многие предпочли пройти это расстояние пешком. Видимо, местные гиды перепутали чартерных туристов с толстосумами, которых редко, но все же можно встретить в зимний сезон на Байкале. От безделья и невозможности пофотографироваться на льду Байкала туристы начали выходить на лед самостоятельно, пешком удаляясь далеко от берега в поисках чистого льда. Не обошлось без проблем и на экскурсиях на Ольхон. Из-за большого количества желающих было запущено по 2 экскурсии в день, то есть время на Ольхоне сократилось в несколько раз, а цена осталась прежней – 10 тысяч рублей с человека. Вот так приходилось выживать в Бурятии туристам, пока глава Ростуризма Зарина Дагузова в часах стоимостью с неплохую квартиру в Улан-Удэ позировала фотографом. Собачья повестка не сходит с первых полос бурятских СМИ. Так Информполис рассказал о судебном процессе, который начался в Улан-Удэ. Семья пострадавшего еще в прошлом году от нападения собак 8-летнего мальчика судится с мэрией города, требуя материальную и моральную компенсацию вреда здоровью ребенка. 9 февраля прошло очередное заседание. На нем представитель мэрии отказался признать вину и, по словам адвоката семьи, заявил, что обилие собак – это стихийное бедствие, а не их недоработка. Говорят, мы не виноваты, это типа стихийного бедствия, моральный вред – это вообще не к нам, это к дикой природе, ну или к управлению ветеринарии, которая с дикой природой не справляется, цитирует мэрию адвокат пострадавшего Виталий Ханихоев. Мэрия говорит, у нас вообще-то 20 тысяч собак по городу, и мы максимум можем несколько сотен стерилизовать, поэтому это бесполезно.
То есть то, что они сейчас делают, не имеет смысла. Я спросил, Виталий Ханихоев спросил, а могли ли они что-то сделать в рамках законодательства и своих полномочий, на что в мэрии ответили нет. А другой вопрос, что они тогда здесь делают, если ничего не могут, задается вопросом Виталий Ханихоев. По словам адвоката, в свою очередь, управление ветеринарии сообщило, что в Улан-Удэ не 20 тысяч, а около 5 тысяч бездомных собак. Кроме того, управление представило юридическую практику, согласно которой обеспечение безопасности – это задача администрации, и все, от чего сейчас отказывается мэрия, это на самом деле ее полномочия. Напомним, первоклассник Цирен пострадал в 111 микрорайоне. Мальчика доставили в реанимацию, ДРКБ в тяжелом состоянии. Скальпированные раны у него были, посттравматический шок, обильная кровопотеря, множественные укушенные раны. В администрации города отказались выплатить семье компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. Вместо этого Николай Намсараев, заместитель мэра, руководителя аппарата администрации города, в письме посоветовал им обратиться в суд. После такого отворота-поворота семья Цирена увеличила исковые требования до 10 миллионов рублей. Важно отметить, что покусанным в этом году придется пройти все то же самое. Сейчас, конечно, не до этого, пострадавшие еще находятся в больницах, но через год станет вопрос компенсации. И исход дела, которое рассматривается сегодня, будет влиять на то, смогут ли люди наказать мэрию за неисполнение своих обязанностей. Будем следить за развитием событий. Печальные вести приходят из Свердловской области. Буддисты Качканара окончательно покинули городу под давлением горно-обогатительного комбината и местных властей. На подходах к монастырю Шедрублинк установили пропускные пункты, не пускают не только туристов, но и самих служителей. Немного предыстории. Качканар – это небольшой город Свердловской области с населением около 40 тысяч человек. Находится возле одноименной горы, на вершине которой в 1995 году был организован буддийский монастырь с благословением ламы из Бурятии. Основатель монастыря, ветеран Афганистана Михаил Санников, был учеником Дармада Дижел-Сараева, настоятеля Волгинского дацана в 1976-1982 годах. С тех пор монастырь является главной достопримечательностью города и одной из важных достопримечательностей Свердловской области. Толпы туристов и зимой, и летом приезжают в монастырь, чтобы побыть в тишине этих диких мест, помолиться и просто проникнуться буддийской культурой. Однако гора Качканар находится в границах Качканарского месторождения железной руды. Месторождение начало осваиваться еще в 1957 году, однако до 2011 года никакого конфликта между монастырем и горняками не было. Именно в 2011 году месторождение купила компания «Евраз», которой очень не понравилось такое соседство. Все как всегда, пришел буржуй и объявил гору своей. Через связи с властями региона, а также силовиками, Евраз взял буддистов буквально в осадное положение. В монастыре постоянно проводились проверки, выписывали штрафы, заходила полиция, забирали волонтеров, угрожали сжечь постройки, а через местные СМИ нагнеталась ненависть к служителям монастыря. В итоге буддисты согласились покинуть гору в обмен на сохранение ступ и статуй. Все остальное, жилые помещения и хозяйственные постройки, очевидно, снесут. О прощании с Качканаром подробно пишет издание «Уральский меридиан», ссылка на статью в описании видео. Удивительно, но буддисты России как-то очень вяло поддерживают своих одноверцев в Свердловской области. В традиционной буддистской санхе, которую возглавляет Хамбол-ама Аюшеев, не подтверждают обучение основателя монастыря Санникова в Волгинском дацане и ставят под сомнение религиозный статус монастыря. Учителя Санникова Дармада Дижел-Сараева давно нет в живых, как и многих лам его поколения, чтобы выступить в защиту Санникова. Хамбол-ама Дамба Аюшеев неплохо дружит с властью. Так Аюшеев активно выступал за поправки в Конституцию, обнуление сроков Путина и вообще всегда выступал за любую инициативу власти. Очевидно, что за такую лояльность традиционно буддистская санха получает хорошее финансирование в виде грантов и благотворительной помощи. Похоже, что рекламщики продуктовой сети «Титан» заскучали и решили снова шокировать публику сексуальной объективизацией женщин. Напомню, что в прошлом году компания стала объектом критики за рекламу прокладок. На рекламном щите была изображена женщина в короткой юбке, юбка была настоящая и развивалась на ветру, открывая зрителям нижнее белье. А нынче компания решила похожим образом разрекламировать свои бузы. Смотрим ролик. Люблю больших и очень жарких. Люблю больших и
Из самых сочных меня волнуешь. До конфуза свели с ума твои две бузы. В Титане бузы на любые вкусы. Бурятские феминистки уже назвали очередной шедевр Титана позором. Видимо, продукция от Титана действительно нуждается в подобной рекламе, так как иначе привлечь покупателя невозможно. Не так давно в одном из телеграм-каналов покупатели возмущались качеством буз от Титана и задавались вопросом, как такой низкосортный продукт может иметь наклейку «Сделано в Бурятии» и как вообще может называться бузами. Цитирую. «Совсем охренели. Под видом буз агинских продают низкосортные сосиски в тесте. Ладно бы, если бы мясо было внутри, а так соя одна. Да еще и с припиской агинские. И что должен подумать потребитель, приготовив такие бузы?» В состав агинских буз от Титана входит говядина, сердце свиное, мясо птицы, механической обвалки, эмульсия, шкурки, жир, говяжий лук, репчатый, свежий, вода питьевая, соевый белок, пищевые волокна, соль пищевая, перец черный молотый, консервант Е262. А в ходе обсуждения этой ситуации родилось предложение задать нижнюю планку качества для продукта, называемого бузами, а все остальное, типа как вот это от Титана, бузами не называть. Иначе как-то перед туристами стыдно, ну и вообще. На этом все. Спасибо, что были со мной. До завтра.